В наше время образование играет ключевую роль в жизни человека, так как с его помощью люди могут добиваться невероятных высот, строить себе карьеру, быть востребованными и профессиональными специалистами в своей сфере деятельности. По мнению молодежи, образование необходимо по разным причинам. Чтобы найти достойную работу и чтобы не упасть в грязь лицом в какой-то компании. Получить достойную профессию, которую они хотят. Для того, чтобы получить образование и в дальнейшем найти какую-то профессию, чтобы работать, получать деньги и зарабатывать на жизнь. Как ученики, так и родители считают, что некоторые предметы и темы в школьной программе не понадобятся в будущем. Нет, не все. Например, вот высшая математика, там эти логарифмы, они ни разу еще мне не пригодились. Есть дополнительные предметы, которые нужны, например, там психология, какие-то элементы, они вот нужны в жизни, да. А вот много чего не нужно, там по химии, если я этим не буду заниматься, мне это и не нужно. Сейчас уже изменилась программа, не то, что было раньше. Раньше была намного лучше, чем сейчас. В школах есть много чего, что не пригодится, но каждый ребенок, он вообще и в школе, он идет по своему направлению. То, что ему дается больше, он это изучает намного больше. Все, что есть, не все устраивает. Просто меньше языков. То есть не 3 языка, английский, болгарский, и гагаузский. Да, выбрать один из них. 3 языка много. Сегодня образование всех уровней плавно переходит на коммерческую основу. Появились частные детские сады, школы, гимназии и университеты. По мнению молодежи, и в государственных, и в частных школах можно получить хорошее образование. Однако разница в условиях. Я считаю, что государственных тоже достаточно. Вполне, но в платных, я думаю, отношение там какое-то немного другое. Вообще, мне кажется, что больше внимания уделяют именно в частных школах. Потому что в частных школах довольные учителя. По данным Национального бюро статистики, в 2019-2020 учебном году начальное и общее среднее образование предоставляют в 1226 учреждениях.